Все чаще люди с ограниченными физическими возможностями жалуются на то, что водители маршруток не останавливаются, когда видят одиноких инвалидов или стариков. Заур – инвалид с детства. Сейчас готовится выступить на паралимпиаде по тяжелой атлетике. Совсем недавно молодой человек столкнулся с этой проблемой. Отправляясь на тренировки, простоял на остановке около часа. Водители практически всех городских маршрутов просто не замечали его. После такого равнодушия у Заура пропало желание пользоваться общественным транспортом, но ежедневно ездить на такси тоже не по карману. Это, конечно, неприятно, но я хочу, чтобы маршрутчики относились к нам более уважительно, останавливали маршрутки, чтобы они не думали там, что сядем, поедем и не заплатим. Чтобы не брать в салон льготников, некоторые водители умудряются остановиться дальше, чтобы человек на костылях не успел сесть. Сами маршрутчики предлагают бороться с подобным невежеством коллег легким способом – убирать с маршрутов. Кто уважение делает, кто не делает. Я, допустим, делаю. Деньги не беру, а я проезды беру за них. Инвалид попадается. Даже старики бывают, я не беру. По словам директора Центра реабилитации Жанны Цалаговой, этот вопрос на сегодняшний день необходимо решать на уровне руководства республики. Я считаю, что в данной ситуации уже нужно просто хорошо штрафовать. Если штраф на человека никак не воздействует, то просто нужно человека лишать водительских прав. То есть он не может водить маршрутными такси, если он не выполняет те должностные инструкции, которые написаны. То есть есть закон, есть должностные инструкции у каждого сотрудника, у каждого работника на территории Российской Федерации. Удобное и доступное передвижение инвалидов – проблема не сегодняшнего дня. Как передвигаться инвалидам в городе и что необходимо изменить? Этот вопрос по-прежнему остается открытым. Рая Дзантьева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.